Место действия – Рязань. Время действия – сентябрь 1999 года. Страна на грани военного положения. Еще памятна трагедия в Буйнакске. Двумя воронками уже зияет Москва. Буквально вслед за этим разрушен жилой квартал в Волгодонске. 23 сентября страницы газет взрываются новой сенсацией. В Рязани был назначен и подготовлен очередной террористический акт. Чудом предотвратили взрыв жилого дома. Милиция празднует первую победу над террористами, как внезапно директор Федеральной службы безопасности Николай Патрушев заявляет, что мешки в рязанский подвал, проводя учения, заложили его подчиненные, сотрудники ФСБ. Так случилось, что диверсионную группу застал с поличным один из жильцов дома 14/16 на улице Новоселов Алексей Картофельников. Прибывшие через несколько минут милиционеры обнаружили в подвале 3 мешка с белым сыпучим веществом. Поступил сигнал от жительницы, что якобы кто-то ходит по подвалу. Ну, 10:30 подошли, слезли в подвал, и там, похоже на взрывное устройство, было обнаружено. Другими словами, именно так предположительно выглядели подвалы разрушенных московских домов за несколько часов до взрыва. Аппаратура местных взрывотехников показала, что от обнаруженных мешков исходят пары гексогена. И глава Рязанского управления ФСБ генерал-майор Сергеев поздравил жильцов дома с тем, что они чудом избежали смерти. На прошедшей 24 сентября расширенной коллегии МВД министр Владимир Рушайло с пафосом отчитался об успешно проведенной в Рязани профилактической операции. Работа уже ведется. Есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в Рязани. Однако не прошло и получаса, как с ответным словом в кулуарах министерства выступил глава Федеральной службы безопасности Николай Патрушев. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен. И думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Алексей Картофельников присутствует сейчас здесь, в этой студии. Соседи Алексея считают, что именно благодаря бдительности этого человека они остались тогда в живых в ту ночь. Я знаю, что вы, Алексей, даже потом за эту самую бдительность, проявленную, как выяснилось позднее, всего лишь на учениях, даже были поощрены местной властью. Как получилось так, что вы приняли участие в этих странных маневрах? Ну, получилось так. Я возвращался со стоянки, а машину поставил после дачи на стоянку. Возвращался домой, где-то было минут 10 вечера, 21:10, так будем говорить. Ну и на встречу, когда я подходил к подъезду, на встречу мне, значит, 7-я модель, новенькая «семерка». Я смотрю так сразу на номера. Какие-то серии, у нас такой серии в Рязани нет. Потом смотрю, думаю, может, новые номера появились какие-то. Смотрю, где район за это должен быть. 62. Думаю, Рязанская. Потом думаю, 62. А думаю, что-то бумагой заклеено. Тут бумажка была. Думаю, что это не то, надо позвонить. Ну, зашел, сразу позвонил в милицию. Ну, остальное там все события. Развернулись там дежурный, там наряд выслал. Вот а потом уже вам сказали, что вот вы предотвратили определенный террористический акт. Да, но потом выходит, значит, милиционер, давай, иди быстрее всем говори. Там мешки, там что-то такое, какие-то провода, там что-то такое непонятное. Возможно, там какая-то взрывчатка там. А когда вы узнали, что это были всего лишь учения? Это спустя 2 или 3 дня, да, где-то вот так. Угу. Но вот тогда вам не показалось, что это учение? Нет, тогда нет. Я обращаюсь к другим жильцам дома номер 14 по улице Новоселов. Вот в ту ночь, как вы считаете, учения прошли успешно, или вам все-таки та ситуация не показалась учебной? Пожалуйста. Нет, нам не показалось это учение. Когда нас вывели где-то без 10:10, начали милиционеры оббегать, звонить, стучать, что дом заминирован, всем выходить. Люди после того, что было в Москве и все эти случаи, естественно, выскакивали в тапочках и в халатах.
Приехал Сергеев и говорит: вы сегодня отмечаете второй день своего рождения. Взрывчатка, 3 мешка, то-то, то-то, значит, было поставлено на по 5:30 утра. Вы бы все были бы здесь, то есть взорвались. Пожалуйста, еще мнение присутствующих здесь жильцов дома номер 14. Пожалуйста. Нет, это были не учения. Нет. Потому что люди уже, и не только я, и не мое это мнение, спросите, вот, допустим, у остальных, что по ночам люди сейчас не спят. У нас 3-летний ребенок. Мы его вытащили из ванны, распаренного ребенка, закутали в тряпье и бежали, сломя голову. Ребенок у нас до сих пор болеет. А вы сейчас верите, что это были учения? Нет, А почему? не верю, потому что все было очень правдоподобно. Мы Но- все видели. Из подвала крысы бежали. Крысы бегут обычно с тонущего корабля. Пользуясь случаем, я предлагаю вам, жильцам дома номер 14 по улице Новоселов, сейчас задать вопрос также присутствующим здесь сотрудникам ФСБ. ФСБ Рязани и ФСБ Центрального. Я хочу задать вопрос, вообще-то, кто имел право проводить эти учения над людьми? Кто это имел право вообще проводить? И кто дал команду такую проводить? И кто имеет право давать эту команду? Президент или еще кто-то? Вообще это были учения? Мы способны совершенно четко и однозначно доказать, что это действительно были спланированные заранее учения, никакой опасности они не представляли, никакой реальной взрывчатки не было и никаких взрывателей реальных не было, и все это доказано в рамках возбужденного уголовного дела. Пожалуйста, есть ли вопросы к господину Ждановичу, у присутствующих здесь? Сергеев ваш работник. Он начальник управления по Рязанской области ФСБ. Я уже говорил, и другие товарищи, он нас поздравил после проведения анализов. Ну, чего бы ему, генерал-майору, обманывать жильцов? Это раз. И второе. Вот товарищ нас говорил, кто вам дал право, если вы говорите учение, кто вам дал право издеваться над нами? Кто? Вот у меня жена после этого слегла в больницу. Кто вам дал право? Вам и всем вашим сотрудникам. Кто вам дал право? Сначала над первый жильцами вопрос. простого жилого дома. Сначала Проводите первый у вопрос. себя в конторах. Вопрос всевозможных. понятен, спасибо. При первом экспресс-анализе, который получился, мы вынуждены были возбудить уголовное дело, так как там якобы показали пары гексогена. Тогда вы не сомневались, что это был подготовленный террористический Митька, акт. я не могу сказать, что я не сомневался. Дело в том, что экспертизы не было. Было предположение, которое я обязан был исследовать, и все. Пожалуйста, еще вопросы жильцов дома. Прошу вас. Я жилец дома номер 14. Никакого там взрывного устройства не было. Это 100%. Дальше. Пока мы к вам сюда добирались за 6 часов, в течение 2 часов ваш Андрей, Чернышов, промыл мозги рязанцам. Самым настоящим образом. Что говорить, как говорить. Так что это не независимо расследование. Мы же с вами разговариваем здесь, а не в автобусе. Зачем ему даете слово? Это не жилец нашего дома, это совершенно посторонний человек. На мозги никто. Нет, вы не наш жилец. Неважно, где вы живете, он у нас не живет в доме. Мы свои слова говорим сами. И за язык меня никто За не нас не тянет. надо отвечать. Приглашали дом 14, но не его. Я не знаю, таких вот, пожалуйста, Почему его ваши пропустили? люди уже еще и тут нам еще тут начинают над нами. Что? Не их человек, а что ты сидишь тут мозги пудришь тогда нам? Нам их уже напудрили совсем. Меня тоже, как и вас, выселяли в ту ночь. Господа, я в самом Если ты с начале нами там призывал был, пережил бы это, корректности. ты совсем по-другому говорил. Давайте для разрядки ситуации, я предлагаю сейчас, чтобы немножечко разрядить ситуацию, посмотреть интервью с человеком, которого в ФСБ называют не иначе, как предателем. Он тоже, этот человек, это бывший чекист, прошедший школу советского КГБ, Олег Калугин, он тоже имеет свой взгляд на события, произошедшие в Рязани. Давайте послушаем небольшое интервью, записанное с Олегом Калугиным в Вашингтоне. У меня лично вызывает сомнение, что руководство ФСБ стояло за этими провокациями. Но я вполне допускаю, что лица, заинтересованные в создании в России обстановки
вот этой напряженности, которая помогла бы Владимиру Путину двинуться вперед в глазах общественности, начать войну и вот вести ее до сих пор, что эта акция была организована лицами, заинтересованными в создании вот таких предпосылок и повода. И эти лица могли быть связаны с ФСБ, но действовали не по их указанию. Эти лица могли быть связаны с теми лицами в окружении кремлевском, в том числе и среди олигархов российских, для которых Путин представлялся наиболее надежной и наиболее желаемой фигурой во главе государства. Когда вот эта акция в Рязани, значит, была разоблачена, или в любом случае ФСБ отказалась от нее, я допускаю вполне, что ФСБ действовало в данном случае, и ее руководство, с целью прикрыть чью-то готовящуюся акцию, но подлинную, настоящую акцию по взрыву этого дома. Вопрос к представителям ФСБ. Я, конечно, понимаю, что фигура Олега Калугина для вас весьма одиозна, но тем не менее, как вы могли бы прокомментировать данное высказывание? Я представляю здесь Следственное управление Федеральной службы безопасности, и в отличие от только что выступившего Калугина, хотел бы ответить доказательствами, а не домыслами, которым он оперирует в своем выступлении. На сегодняшний день следственные действия практически все завершены. И на все те вопросы... А что вы расследуете, если не секрет? Мы хотим ответить на те вопросы, которые будоражат общественность. И сегодня готовы полностью ответить на эти вопросы. Как называется статья, по которой вы проводите расследование? Статья, она изначально была одна. Какая? Терроризм. Приготовление к совершению терроризма. Она возбуждалась нашими рязанскими коллегами изначально. А сейчас те действия следственные, которые мы провели, они были направлены на то, чтобы ответить на те многочисленные вопросы, которые возникают в том числе и у нашего зала. И я хотел бы ответить, что есть законы, закон о борьбе с терроризмом, закон о Федеральной службе безопасности, есть закон о оперативно-розыскной деятельности, на основании которых были разработаны планы учений. Я могу здесь зачитать выписку из этого приказа, если здесь интересует нашу аудиторию. Пожалуйста. И все поставим на свои места. И кем подписан данный приказ, тоже потом скажите? В соответствии с этим приказом планировалось провести на территории всех субъектов Российской Федерации силами милиции, Федеральной службы безопасности крупномасштабную операцию под условным названием «Вихрь антитеррор». Первый этап операции с 15 сентября по 1 октября 1999 года. В этом приказе есть пункт: провести комплекс предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан по месту жительства. Далее. Я к этому вопросу еще вернусь. Может быть, подписали Патрушев и Рушайло. Есть ли какие-то еще мнения у присутствующих здесь? Представитель следственного отдела ФСБ говорил о том, что Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело. Она что, возбудила уголовное дело против самой себя? Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения. Если это были учения, по какому факту тогда? Это же были учения, вы видимо, не дослушали, так? Учение проводилось с целью проверки взаимодействия различных правоохранительных органов по предупреждению чрезвычайных происшествий. То есть на тот момент, когда возбуждалось уголовное дело, ни правоохранительные органы Рязани, ни милиция, ни Федеральная служба безопасности не знали, что это учение. Поэтому они действовали в условиях реальной обстановки. И так, как считали необходимым. Так против кого же все-таки возбуждено? Я опять возбуждаюсь. Я опять говорю, уголовное дело возбуждалось по факту обнаружения. По какому факту? По факту учения ФСБ в Рязани? Человеку, который не разбирается в уголовном процессуальном законодательстве, бесполезно объяснять дальше, что такое по факту и что такое в отношении конкретного лица. Если я правильно поняла, то в приказе написано, что должен проводиться комплекс профилактических мероприятий, направленный на обеспечение безопасности граждан. В чем же заключался, какой процент был безопасности для граждан, которые всю ночь провели на улице,
безопасность для их психического и физического здоровья? И второй вопрос. Вы возмущены тем, что так называемые мнимые террористы звонили несколько раз и предупреждали о мнимых взрывах. Чем же вы отличаетесь от этих террористов? Что значит обеспечение безопасности граждан? Да, это какой-то конечный эффект, когда взрывы не прогремят. А что для этого надо сделать? Для этого, чтобы все силы и средства, которые имеются в распоряжении правоохранительных органов, бдительность граждан, действия властей муниципальных, они были в должной степени скоординированы и эффективны. Так вот, по этому самому, чтобы проверить эту всю цепочку, и не было поставлено в известность Управление ФСБ по Рязанской области, Управление внутренних дел и все другие структуры. Действия проводились из центра. Именно с одной реальной целью. Чтобы просмотреть всю цепочку, как начнет действовать, так сказать, механизм. Позвольте еще один небольшой комментарий присутствующего здесь, также вашего бывшего коллеги, прежде возглавлявшего Московское УФСБ господина Севастьянова. Вам слово. Первое, что, конечно, при проведении учений, это почти святое правило. Не надо к ним привлекать людей, которые не должны участвовать в учениях. Вот жители дома в данном случае, конечно, не были объектом проведения учений. Кстати говоря, на нефтехимических комплексах некоторых проводятся учения вживую. И в прошлом году, кстати, проводились. Но это же не жильцы Потому дома, что жизнь-то у нас вытягивать. одно дело 10 лет назад было, другое дело сейчас. И, кстати говоря, я хотел сказать, мы специально принесли вот все вещественные доказательства по делу. Они опечатаны и находятся вот в этом. Мы не можем ее вскрыть без следователя. Это решение должно быть определено. Но мы специально принесли. И знаем, что это процессуально оформлено все было, закреплено в документах. Чтобы не возникло вопроса такого, что вы говорите про сахар, написали одно, а там была взрывчатка. А что там внутри, неизвестно? А вот как раз там пробы вот того вещества, которые были сахар и те батарейки. А есть, кстати, у нас на фотографиях, можете посмотреть, любому можем показать. Фотографии можно в любое время сделать. Все-таки, ну извините, здесь присутствует... Почему фотографии? Вы знаете, там палаточка, там мешки закупили. Их можно и сегодня закупить, сфотографировать. Так ведь выходит? Так это все юридически и документально закреплено в рамках уголовного дела. Учение ли было, там не учение ли было. Люди сейчас страдают, болеют после этого. Вы знаете, и где эти взять лекарства, когда они сейчас дорогие? Где взять денег? Как получилось так, что даже руководство МВД спустя лишь 2 суток в такой курьезной ситуации узнало о том, что это учение? Почему получилась такая задержка во времени? 2-суточная, я так понял. Так вы поймите, что учения ведь проводились, закладка проводилась поздно вечером, да? Все события развивались еще утром. Поисковые мероприятия, о чем я сказал, они проводились еще дальше. И поэтому именно для того, чтобы посмотреть всю цепочку действий, в том числе и по поиску возможных террористов, поэтому, естественно, мы не объявляли, что это учение. Рушайло-то нельзя было предупредить, что... Знаете, я думаю, несостыковки какие-то могли быть, но в ходе учений, в ходе учений проверялась и наша система, и система органов внутренних дел. Представьте, как выглядел Владимир Борисович на этой коллегии, когда он говорит, что вот такой успех, а через полчаса Николай Платонович говорит, что да нет, ребята, это учение было. Николай Патрушев извинился перед участниками этих своеобразных учений по гражданской обороне. Он так и сказал: приносим извинения за вынужденное психологическое потрясение. Хотя к тому времени у россиян этих самых психологических потрясений уже было более чем достаточно. Москва. Торговый комплекс «Охотный ряд». 31 августа 1999 года. Взрывом разносит зал игровых автоматов. Ранено более 40 человек, среди них дети. Всего 3 дня спустя в результате взрыва жилого дома в Буйнакске гибнет 64 человека. Снова Москва. 9 сентября. В полночь разрушен взрывом дом номер 19 на улице Гурьянова. Поиск погребенных заживо продолжается всю ночь. 10 человек некоторое время числятся пропавшими без вести. У меня сестра здесь живет. Но я с дачи приехал. Не знаю, хрена нет. А подъезда нету. Результат окончательных подсчетов. Пострадали 249 человек. Из них 94 погибли. 13 сентября. Правительство объявляет официальный траур по погибшим. Террористы взрывают еще один дом на Каширском шоссе.
К вечеру надежды найти под завалами живых больше не остается. Погиб 121 человек. Кроме того, 13 так называемых фрагментов тел подлежат идентификации. Представители власти безапелляционно указывают источник агрессии. Те, кто формулирует эти задания, готовят взрывчатые вещества, их доставляют сюда и, в общем-то, прорабатывают эти планы, находятся, видимо, в пределах Чечни. Волгодонск. Утро 16 сентября, 5 часов 57 минут. Теперь террористы в общей сложности могут записать на свой счет около 300 человеческих жизней. Портреты диверсионной группы есть у каждого постового. Они расклеены на фонарных столбах, в троллейбусах, в магазинах. Однако мобилизация всего аппарата МВД и ФСБ России словно не касается неуловимых диверсантов. Как ни странно, они даже не считают нужным изменить уже всем известную схему. Волна терроризма остановилась почему-то именно после инцидента в Рязани. Я боюсь сглазить, и простите меня, может быть, за резкий вопрос, но почему стихла волна террора в России? Ведь настоящие террористы до сих пор не найдены. Как вы считаете? Волна терроризма, по моему мнению, стихла сейчас потому, что каким-то политическим силам в нашей стране она уже больше не нужна. Близится к концу война в Чечне, президентские выборы наступают. Так что терроризм, по-моему, в этой ситуации отыграл свою роль. Я очень боюсь, что сейчас кое-кто может попытаться убедить Салмана Радуева, чтобы он взял на себя всю вину, так сказать, за все взрывы, и потом это покрыть мраком секретности. Я тоже сам бывший военный. Уволился в должности начальника штаба отдельной воинской части. Учений за 28 с лишним лет службы провел, вы знаете сколько? И вот то, что здесь рассказывают солидные люди, генералы, про эти учения, вы понимаете, уши вянут, слушай. И сейчас никто не поверит вам, ни этому пакету запечатанному, ни этим самым папочкам, вы бумажки, экспертизам, никто вам не поверит. Пожалуйста, потому что вы изначально начали не с этого. А уже как снежный ком весь покатился все это, вы уже отступить в другую сторону не можете. Вот если бы вы сразу сказали, да, обезвредили, да, нашли взрывчатку, ищем виновных, не нашли, сколько мы, не находим, понимаете, не нашли, слава героям бы было. Вы, как человек бывший военный, вы проводили, наверное, военные учения. Еще раз повторяю, у нас специальная служба. И в этой службе используются специальные силы и средства на основании закона об оперативно-розыскной деятельности. О чем вы не знаете, и знать, кроме того, что написано в законе о тактических приемах, не должны, поскольку они составляют государственную тайну. Если верить директору ФСБ Николаю Патрушеву, то учения должны были проводиться не только в Рязани. Давайте послушаем его заявление на этот счет. Это учение проводилось не только в Рязани. Надо в чести рязанских правоохранительных органов и населения сказать, что они отреагировали. Я считаю, что учения должны быть приближенными к тому, что происходит в жизни. Потому что иначе мы ничего не найдем и нигде не отреагируем, ни на что. Как видите, официальная версия учений не ограничивается одной лишь Рязанью. Но именно у рязанцев есть повод все чаще анализировать ситуацию, которая произошла в их городе. У нас в студии присутствует рязанский правозащитник Виктор Борисович Лозинский. Скажите, вот в этой истории с учениями в Рязани вы не видите каких-либо парадоксов? Насколько я помню, на одном из собраний с жильцами совершенно справедливо и искренне генерал Сергеев рассказывал о том, что учения проводились не только в Рязани. То есть там были какие-то чисто бытовые детали, типа, что коробку с малежом мин там чуть ли не пинками гоняли по всему троллейбусу, и в других городах это, так сказать, никого не интересовало. Тогда у меня возникает вопрос. Если кто-то фиксировал, как весь день по троллейбусу пинали коробку с якобы миной, или как весь день милиции демонстрировали какое-то устройство, значит, на учениях, как это положено, были люди, которые фиксировали по секундам ход учения. Если учение не фиксировать, то потом сложно делать разбор учений, выставлять какие-то претензии. Меня сразу интересовал вопрос, где люди, которые фиксировали
ход рязанских учений. Если бы, конечно, нам раз в 10 увеличить личный состав, то, может быть, и дополнительные каких-то людей нашли. Тот, кто проводил учения, им же по замыслу ставилось и задание отслеживания реакции в тех или иных ситуациях и фиксирования некоторых результатов своей работы. Не надо нам вешать лапшу на уши. Не надо. Как вас начальник управления следственного говорит, что там был патрон, муляж детонаторов. Тогда почему Сергеев не разобрался, что это муляж? Зачем нам вешать лапшу на уши? Слушайте, он хохочет, сейчас сидит. Нас не пускали. И милиция стояла до 10 утра. Зачем увели в 2 часа ночи кинотеатр 0 часов «Октябрь»? 15 минут, мной зафиксировали. Кинотеатр «Октябрь» увели в холодный, и людей с детьми морозили. Я был с вами там. Пожалуйста, корректнее Я ведите пытаюсь себя, очень объяснить прошу. ситуацию, реально какая сложилась. И не надо предъявлять претензии генералу Сергееву. Он опытный оперативный работник, начальник управления. Но так же, как и я, и многие здесь присутствующие, он не является специалистом, тонким специалистом в области взрывных устройств. На это есть у нас эксперт. Ну подождите, дайте мне сказать. А вообще, какие используются приборы для проведения подобных экспертиз? Не могли бы сказать мне, господа эксперты? Пожалуйста. Ну, они ссылались на приборы М02, это газоанализатор паров взрывчатых веществ, но, как потом показало разбирательство, на самом деле этот прибор ими не использовался. Вот что касается этого самого газового анализатора. Генерал-майор Сергеев, начальник ФСБ Рязанской области, утверждал, что тогда на месте взрывотехники проводили очень своеобразную экспертизу, пробуя содержимое мешков чуть ли не на язык. Давайте послушаем. Срочно нужно было провести экспресс-анализ. На улице сыро, грязно. Распороли мешки, достали образцы. Взяли чемодан, в котором находится все оборудование наших саперов. И на полу вот так положили его, насыпали на крышку чемодана сахар и потерли. Специальные такие, бумажки, которые реагируют на нахождение паров. И потом брызгают таким баллончиком, и они меняют цвет. Ну, как, знаете, в школе лакмусовая бумажка, так примерно принцип такой. Значит, есть признаки паров гексогена, приняли к своему производству. А потом оказалось в том, что с этим чемоданом они с 95-го года на все учения, на все разминирования, которые у нас здесь происходили. И я думаю, что и в Чечню они, наверное, с собой в свое время брали туда так. Вот. На нем крышка чемодана оказалась загрязнена парами гексогена. И они как раз и дали. Не сахар дал, а крышка чемодана дала. Вопрос к присутствующим здесь специалистам-взрывотехникам. Все-таки скажите, газоанализатор можно заменить лакмусовой бумажкой? Это вопрос первый. И вопрос второй. Может ли этот прибор перепутать сахар с гексогеном? Ну, в первую очередь, те люди, которые видели гексоген хоть раз в жизни, конечно, никогда его с сахаром не спутают. Просто если взять пробу на язык, так это выяснится в течение 2 секунд, наверное. А газовый анализатор мог бы, допустим, ошибиться и перепутать сахар с гексогеном все-таки? Ну, если только сослаться на то, что где-то он был так сильно испачкан. В процессе подготовки пробы, если действительно у них была эта стеклянная пластинка загрязнена гексогеном, хотя откуда он у них мог взяться. То есть вы допускаете ошибку анализатора? Да вряд ли. Нет, не допускаю. Товарищ сказал, что даже на язык в течение секунды можно определить сахар или взрывчатка. Ну зачем нам продолжает ФСБ что-то навязывать свое? Ну слушайте, как-то... вы же специалисты. И, понимаете, дали просечку. Специалисты. Простите, проведена серьезная работа. Сделано много исследований. Эти данные вам прочитали сейчас. Какие исследования? До вечера 23-го, если мы говорим, что нет, это не взрывчатка, что это учение, и определяем, что это не взрывчатка, а нам говорят 23-го, что на всю Россию, что дом хотели взорвать, 24-го говорят, что дом хотели взорвать, и только 25-го, когда опомнились, что-то обговорили, выработали план действий, говорят учения. Слушайте, почему? Все исследовали до конца, поэтому потом вам объявили. Почему? Пожалуйста. Я видел мешки буквально в 3 метрах, когда они лежали.
Они напоминали, я не знаю, может, не гексогены, что там такое. Было желтоватого цвета, во-первых. И такой вот мелкий-мелкий, как, скажем, вермишель, такой вот порез, какие-то вот такие гранулы, так будем называть. Вот я отсюда сейчас вижу, это там, ну как, мука отсюда видно, мука. Но там что-то такое были, какие-то гранулы желтоватого цвета. Давайте мы исходить будем из факта, о котором нам сказали, что в мешках был сахар. И выясняется, что ни эксперты ФСБ, ни эксперты МВД сходу не могут понять, что перед ними сахар. Так что ли? Вот, у меня возникает ощущение какого-то абсурда. И мне бы хотелось задать вопрос следователю. Вы проводили, скажем, опрос свидетелей на предмет установления факта, что это тот же материал, который они видели на месте взрыва? Вот тут говорят о том, что был какой-то желтый, типа там сеченый вермишели, а у вас сахар. Насколько я понимаю, немножко различаются они. Я хочу сказать, сахар производства Курской области, сахар производства Воронежской области, цвет имеет другой, а сахар, который производят у нас на Кубе, вы получаете, он вообще желтый. А позвольте вопрос теперь к специалистам-взрывотехникам. Все-таки очень сложно отличить, скажем, взрывчатое вещество от сахара. И сколько на это необходимо времени? Прошло уже полгода. Вот этого срока недостаточно? Этого срока, конечно же, достаточно, потому что если стоит вопрос именно о идентификации сахара и взрывчатого вещества, повторяю, то это вообще почти никакого времени не требуется. Сахаром очень ни одно взрывчатое вещество сладким не является. Я хочу сказать вот что. Вот мы здесь попадаем на очень ловкий прием перемены-подмены ситуаций. Нам вместо... Я хочу сказать, что в сентябре прошлого года был проведен чудовищный, безнравственный эксперимент над 200 граждан этой Рязани. И сейчас мы начинаем расплываться в какой-то паутине нелепых, бессмысленных экспертных якобы заключений. Мы не имеем права на экспертизу, не наше это дело, и не нам это обсуждать. Но даже если это был сахар, хотя очень сомнительно, потому что я не слышал здесь главного слова «генпрокуратура». Где здесь слово «генпрокуратура»? Не ФСБ должно обсуждать свои делишки, не ФСБ. А должно обсуждать Генпрокуратура. И здесь у нас не хватает генпрокурора, понимаете? Потому что это важнейшая государственная ситуация. И я не понимаю, зачем мы идем на поводу у людей, которые пытаются свой мундир очистить от грязи. А между тем, это, безусловно, они в грязи. Потому что даже если это сахар, они все равно преступники, и они должны отвечать по Уголовному кодексу, хотя бы по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Одну секунду. По факту учений в Рязани было возбуждено уголовное дело по статье 205 «Терроризм». Сейчас это дело находится в производстве у ФСБ Рязанской области. Я хотел бы спросить у присутствующего здесь адвоката Павла Астахова. Здесь нет юридического парадокса, когда ФСБ действует против ФСБ. Может быть, имело бы смысл это дело передать в руки другого ведомства? Сегодня у нас на дворе конец марта. Уголовное дело не прекращено. Мало того, этот вопрос должен был поставить еще следователь, который расследует данное уголовное дело. Если вы утверждаете, что там был сахар, что, так сказать, это были учения, ну в чем же проблема? Уголовное дело давно пора прекратить, вынести об этом соответствующее постановление, и все бы давно уже прекратилось. Вот. Тем не менее, еще один момент, которым я хотел бы остановиться. Уважаемый представитель Следственного управления упомянул, что одним из законов, основным законом, которым руководствуются органы ФСБ, является закон об оперативно-розыскной деятельности. Так вот, до сих пор никто из юристов, следователей, представителей ФСБ четко не сказал, какое именно оперативное мероприятие проводилось в отношении жителей дома 14 по улице Новоселова. Уголовное дело через 5 дней было прекращено рязанскими следователями за отсутствием событий преступления по пункту 1 статьи 5. Затем прокуратура, учитывая многочисленные публикации в газетах о том, что это была неучебная операция и другие инсинуации, которые были, это дело возобновила и направила на дополнительное расследование с просьбой выяснить и представить на суд общественности
доказательства, что это был сахар, что там участвовали конкретные люди, допросить этих людей. Извините меня, но мы спрашивали вас, предоставьте нам этих людей, которые заложили эти мешки. Предоставьте эту машину. Где они? Мы их не видели. Покажите нам их воочию. Где они есть? Мы используем в том числе и людей, которые у нас находятся на негласном штате. И никогда мы их не показываем. Прямо по ходу дела. Можно я буду делать свои ремарки? Позвольте? Мы получили видеозапись из Рязани. На этой видеозаписи контрразведчики местные утверждают, что именно они проводили рязанские учения. Давайте послушаем, что они об этом рассказывают. На основании распоряжения руководства Федеральной службы безопасности в соответствии с планом проведения первого этапа операции «Вихрь антитеррор», значит, группе была поставлена задача выехать в город Рязань для проведения данных мероприятий, что и было сделано. Вот, закупить сахарный песок, собрать, вернее, имитатор взрывного устройства. Сахар приобретали на местном рынке в количестве 3 мешков. Рынок находится, кстати, совершенно недалеко, рядом с улицей Подбельского. Я думаю, что жители его все знают. Все остальные средства имитационные приобретались тоже на этом же рынке. Специально заклеили номера машин, хотя бы посмотреть, обратят на это внимание люди или нет. А теперь давайте послушаем, как объяснял необходимость возбуждения уголовного дела по факту рязанских учений генерал-майор Александр Сергеев. На ваш взгляд, перспектива вот этого уголовного дела по 205 статье, она какова перспектива? То есть к чему вы хотели бы, чтобы привело это расследование? Мы хотели, чтобы все то, что было, предшествовало этому учению, все, что произошло во время учений, мы должны оценить с юридической стороны их законность, правильность. Значит, и поставить окончательную точку для общественности. Как только уголовное дело будет закончено, я готов еще раз с вами встретиться и уже тогда по этому уголовному делу рассказать, что было хорошо сделано, что было плохо. Значит, одним словом, можно, в принципе, провести разбор полета. Когда это может произойти? Вот здесь не знаю. Что же, экспертиза сахара может занять несколько месяцев? Ну, а там очередь, ведь понимаете, в чем дело? Тот же самый вопрос присутствующим здесь представителям ФСБ. Когда все-таки можно будет поставить точку вот в этом деле? Срок предельный, установленный прокурором 10 апреля. К этому времени необходимое решение будет принято. Обязательно. А что касается, почему мы его сейчас не прекращаем. Потому что газетные инсинуации продолжаются, новые домыслы рождаются. И мы сейчас всерьез обсуждаем домыслы людей, которые не имеют понятия, что такое военная служба, что такое караульная служба, как а вы происходит считаете, перемещение. что гражданским людям всем необходимо знать вот все эти уставы? Я хочу просто, чтобы берегли время, уважали друг друга, время присутствующих здесь, и не обсуждали абсурдные вещи, совершенно абсурдные вещи. Дайте слово военному. Слово военному, пожалуйста. Борис Мурасов, я писатель. Вообще подполковник в запасе. Последняя должность заместитель командира полка по вооружению. Мне кажется, мы подошли к такому моменту, что пора привязать рязанскую трагедию к московской. Нет, мы этого делать не будем. Простите, бывший полковник, мы этим заниматься не станем. Нет. Давайте не будем здесь инсинуировать, давайте не будем спекулировать фактами. Мы занимаемся только фактом рязанских учений. Все, мы снимаем эту тему. Пожалуйста. О чем мы сегодня говорим? Это постоянная ложь. Поэтому идет недоверие. Прав вот мои коллеги, которые говорят о том, а почему вы же не доверяете Трушайло? Когда он не знал, но он же член Совета Безопасности. Почему он-то ничего в этом не знал? Почему никто не знал? Если это учение, где были скорые помощи, теплая одежда, врачи, но это учение же. Хотя я думаю, если не ошибаюсь, тогда Рушайло был еще главой комиссии по антитеррору, да? Да. Ну вот, возможно, все это скрывали. Но если это учение, за такие учения в любой стране
нормальный, люди бы ушли в отставку, кто эти учения придумал. Я думаю, что свою вину сотрудники службы, Федеральной службы безопасности, наверное, понимают. И совершенно не случайно и глава этой службы извинился. Извинился через несколько дней после этого факта и Александр Александрович Данович. Сегодня еще раз извинился. Я думаю, что это признание своей вины. Но я бы, наверное, сделал бы еще какие-то действия в отношении жителей Рязани, а попросту оказал бы им помощь, которую они требуют. А если по закону действовать? Не в порядке оказания помощи? Если по закону действуют, ради бога, наверное, жители Рязани могут предъявить гражданский иск. И я думаю, что он будет удовлетворен, насколько я знаком с материалом. А что могли бы требовать жители Рязани? Ну, компенсации за тот ущерб, который они понесли. Простите, я вас перебиваю. Вообще, как можно сейчас, так скажем, представить себе, каков этот моральный ущерб, каков материальный ущерб? Прошло полгода с той поры. Наверное, можно посчитать. А что же здесь такого? Ничего, по-моему, сложного нет. Пожалуйста, вам слово. Я представляю психологическое общество травматического стресса. Можно подсчитать моральный ущерб, моральный вред и подать на него, на возмещение морального вреда. Но, как правило, подается не подсчитанная сумма, а гораздо более высокая. В нашей стране эта практика еще не очень принята. Но мне хотелось бы вернуться немножечко еще назад к нашим учениям. Сейчас, одну секундочку, просто говоря о сумме, мне вот просто интересно. Ну, можно миллионами оценить. Многими миллионами, правильно подсказывает мне мой сосед. Так вот, я хочу сказать... А что бы вы посоветовали, в общем-то, вот присутствующим я посоветовала здесь бы жильцам дома каждому номер из жителей 14? этого Посоветуйте, дома пожалуйста, им кто-нибудь. подать иск на возмещение морального вреда. Жильцы дома номер 14 предпринимали какие-то юридические действия, чтобы возместить вот этот самый моральный и материальный ущерб? Или у вас нет претензий никаких? Как же нету? Как же так нету? Если это дело, вернее, такое, у нас нет ни средств на это, обратиться куда-то. Если даже наш рязанский прокурор сказал, как, если поступит заявление от жильцов дома, он сразу пересылает все в Москву. Пожалуйста, ваши претензии. А чего же вы до сих пор все тянете? Пожалуйста, вы еще не ответили на вопрос на тот, кто вам дал право издеваться над нами? Пожалуйста, о претензиях. Как Патрус сказал, что он проводил учения над нами. За этого надо его, конечно, ну, не знаю, есть другие начальники. Нас не запускали утром только под сопровождением милиционеров. Разрешали заходить в квартиру, не помыться, а переодеться, чтобы пойти на работу. Никому не побриться не разрешили, не помыться, не поесть. Все, кто на работу, ушли голодные, не побритые, грязные, в сопровождении милиционера. Это было уже в 8 часу утра. Хорошо. Если учения, какие-то к черту учения, если до таких пор можно учиться. Вот спрашивают, сейчас люди болеют, многие болеют. От этого ваше учение. Кто будет их лечить? И за какие средства? Мы же не знаем, нам не называют фамилии тех, кто подписал приказ об этих учениях. Ну, мы хорошо. не знаем, на кого нам апеллировать. Вы хотели бы дойти до истины в данном деле? Хотели бы. То есть вы готовы отстаивать Для этого свои... мы и приехали. Вопрос господину адвокату. Скажите, пожалуйста, насколько, как вы считаете, безнадежно юридическое дело жителей Рязани по возмещению морального и материального ущерба? Вы знаете, оно абсолютно не безнадежно, потому что в законе об оперативно-розыскной деятельности есть статья 5, которая так и называется «Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при проведении оперативных мероприятий». Закон об оперативно-розыскной деятельности предусматривает возможность обращения гражданина за разъяснением к органу, который проводил это самое оперативное мероприятие, чтобы ему ответили, какое именно мероприятие, какими силами, каким органом проводилось. Вот такой письменный запрос мы сегодня вам направим от имени каждого гражданина. И вы на него ответите, да? Жители дома Она номер четко 14 прописана в готовы законе. доверить свои права господину Астахову? Значит, после того, как ответят органы ФСБ, какое мероприятие проводилось, да, и кто руководил им непосредственно, вот тогда уже мы поставим вопрос о том, были ли нарушены свободы и права граждан в рамках проводимого мероприятия. И если они были нарушены или как-то ущемлены, то, так сказать, существует еще один закон об обжаловании действий должностных лиц
в результате этих неправомерных действий, которые были допущены, граждане однозначно имеют право на возмещение, в данном случае, конечно, морального вреда, который выразился в нравственных страданиях. А что нужно сделать жителям Рязани? Им только нужно заполнить от своего имени, потому что у нас персонифицировано обращение граждан. Каждый от своего имени направляет запрос в Федеральную службу безопасности. Итак, власти и подконтрольные им спецслужбы провели в Рязани своеобразный эксперимент. Эксперимент на живых людях. Я предлагаю прямо сейчас всем присутствующим здесь, в этой студии, а также телезрителям, которые смотрят нашу передачу, стать свидетелями начала совсем иного эксперимента. Эксперимента, в ходе которого адвокату Павлу Астахову предстоит выяснить, есть ли в нашей стране закон и кого он, этот закон, защищает. Государственную власть или простых людей, населяющих это государство. Быть может, мы в очередной раз убедимся в том, что законы писаны не для всех. А может быть, нам все-таки удастся в дальнейшем предотвратить эксперименты, подобные Рязанскому.